В нашем обществе есть проблема, которую многие называют расколом. Как вы считаете, насколько она актуальна, и если этот факт присутствует, то какие методы объединения нашего общества вы могли бы назвать? Я считаю, что раскола нету по большому счету. Если у нас есть большое количество политических партий, общественных объединений, да, это абсолютно не означает, что у нас общество расколото. Это первое. Второе, значит, у нас за последние годы было много разных ситуаций, предвыборных, значит, и все наши выборы, они достаточно напряженно проходили. И вы вспомните, значит, выборы 2004 года, потом вы вспомните выборы 2008 года, или 2009, по-моему, уже боюсь соврать, и последующие выборы, да. Сколько раз менялась конфигурация тех сил, которые участвовали в этих выборах. И очень многие люди, которые представляли в одном предвыборном периоде, значит, одни политические силы, на следующих выборах они оказывались уже в рамках другого политического объединения. А люди-то одни и те же, по большому счету. И, собственно говоря, этот процесс идет и сегодня, и этот процесс будет идти и завтра, и это абсолютно нормальное явление. То есть в этом смысле, да, раскола общества, да, у нас нету. Вот что такое раскол вообще по большому счету? Да, если вспомнить события 1917 года в России, которые повлекли за собой гражданскую войну 18-20 год, да, вот это был раскол. Раскол на меньшевиков и большевиков, по большому счету. Да. И в результате той войны, которая случилась тогда, 100 лет назад в России, погибло порядка 7 миллионов человек во внутреннем конфликте. Слава Богу, у нас ничего подобного нет. И раскола у нас по политическому принципу у нас тоже нет. У нас, по большому счету, идея одна, значит, это Абхазия, и это ее становление, и на этом этапе это переломить мы должны все вместе ситуацию для того, чтобы развиваться дальше. Все политические движения, многие общественные организации дают свои рецепты объединения народа, значит, есть такая проблема. Что такое объединение? Да? Объединяет нас всех Абхазия. А то, что у нас у каждого есть свое видение, как бы, да, это как раз-таки нормально. Мы с вами проходили уже путь, когда в советское время считалось, что народы партии едины. Да? К чему это привело, мы знаем, какие результаты в конце. Так не должно быть. Должно быть многообразие мнений, надо научиться отстаивать свое мнение, аргументировать свою позицию. Но это процесс. Это не происходит, вот я захотел и сразу все получилось. Идет формирование вот этих всех политических партий и объединений. И это нормальный процесс, это хорошо. Посмотрите, вот сейчас у нас прошли только что выборы в местное самоуправление. Впервые у нас послевоенная молодежь в массовом порядке принимает участие в этих выборах, и в большинстве случаев молодые люди приходят к власти. Естественно, им нужны площадки какие-то, да? У каждого свое мнение. А тут большое многообразие есть из чего выбрать. И многие политические партии, кстати говоря, они заявили о себе, да, могут и не состояться, могут присоединиться к более крупным партиям, так сказать, могут присоединиться к тем объединениям, которые выражают их позицию, так сказать, в этом смысле. И здесь ничего страшного нет. Этого как раз бояться не надо, и не надо пытаться всеми силами объединить. Там, и так далее. Объединение происходит как раз в самый страшный момент. И вот такой страшный момент у нас был 23 года назад, когда была война. Вот тогда мы были все, так сказать, едины. Сейчас у нас в обществе обсуждается вопрос референдума. Я в прошлый раз, значит, высказывался на эту тему. Ну, что хочу сказать, да? Наверное, да, не вовремя это все-таки. Вот не нужен референдум совершенно. Да? Почему? Потому что, по сути дела, идет вопрос о доверии как бы к президенту. А доверие президенту определяет избиратель.
Если избиратели проголосовали, значит, надо дать ему возможность поработать. Но если президент, допустим, нарушил Конституцию или совершил преступление какое-то, тогда надо сформулировать это должным образом, конкретно, и использовать механизм импичмента президента через парламент. Вот как это делается во всех странах мира. Но, с другой стороны, ничего страшного я в этой инициативе не вижу, потому что оппозиция, она пытается сделать это все согласно законодательству. Вот, подписные листы, значит, сданы в Центр избирком. Дальше по процедуре, насколько я знаю, это будет передаваться в парламент Абхазии, и парламент Абхазии будет принимать решение, будет оценивать, насколько адекватно ставится этот вопрос, насколько он соответствует законодательству существующему. Какое решение примет парламент, этому решению надо будет подчиниться. Вот все. Другой вопрос, что нам надо научиться политической культуре и прекращать выражать свое несогласие там, на площадях, на улицах, там, я не знаю, и надо научиться использовать те инструменты, которые существуют. Вот, на секундочку подумайте, да, Абхазия – это наиболее свободная страна в существующем мире, на самом деле. У нас уже сегодня созданы все институты, через которые люди могут выражать свое мнение. Это и парламент Абхазии, который избирается на конкурентной основе. Это общественная палата. Это целый ряд других площадок, на которых люди собираются, говорят, выражают свое мнение. Вот нам надо научиться, да, именно этим выражать свое, через эти организации выражать свое мнение. Вот недавно у нас была ситуация встречи вице-президента Абхазии Габния с оппозицией. Да, она сложна в общественной палате. Вот площадка общественной палаты была использована для этой встречи. Конечно, она прошла напряженно, нервно, были перехлесты, безусловно, да? Но сам факт такой встречи, это очень здорово на самом деле. Это первое. Второе, мне вчера пришлось встречаться с президентом Хаджимба. Мы очень долго обсуждали вот текущую ситуацию. Я тоже как бы свое видение, значит, излагал проходящих процессов в Абхазии. Вот хочу вам сказать свои впечатления. Президент абсолютно в курсе всего, что происходит в Абхазии. В свободной Абхазии самый несвободный человек – это президент Абхазии. На самом деле это парадоксально, но это именно так. Почему? Потому что любой из нас может выражать любое свое мнение, и мы не несем, по большому счету, никакой ответственности. Да? Ну, по-человечески несем, конечно, за каждое свое слово, но политически, так сказать, мы не несем за это ответственность. Мы можем предлагать все, что угодно. А вот каждое слово, сказанное президентом, это влечет за собой обязательно какие-то последствия. И в этом смысле Хаджимба это очень четко понимает. Мы иногда оцениваем то, что здесь происходит, исходя, конечно, из собственных ощущений. Мир познается в ощущениях, это как бы абсолютная истина, да? Но в то же время надо иногда сравнивать, а что же все-таки в других местах происходит. Некоторая часть общества говорит о том, что объединить народ можно путем создания коалиционного правительства. Что вы об этом думаете? Я думаю, что это неправильно будет. Коалиционное правительство, но в правительстве у нас люди, которых знает все общество. Они работали при разных президентах, разные люди. Сейчас я всех не имею в виду. Ну и еще, ну, создали мы коалицию. Во-первых, кто должен быть участниками этой коалиции? У нас же идет зарождение политического процесса вообще. Да? Самое правильное, конечно, это становление политических партий, да, и вот здесь нужна будет, видимо, поддержка государства, так как это делается в нормальных государствах, которые должны бороться за места в парламенте, но для этого надо принять закон, соответствующий о формировании парламента, как по мажоритарным спискам, как у нас сегодня есть, но сюда надо добавить еще и
выборы по спискам политических партий, обозначить некий рубеж, который они должны преодолеть, допустим, 5-7%, я не знаю, это надо посчитать, как будет выгодно в условиях Абхазии. И вот тогда политические партии начнут реально бороться за голоса, так сказать. Президентская форма правления не совсем, наверное, подходит нам, потому что каждые выборы у нас сопряжены с очень многими проблемами, как на войну идем. Значит, наверное, надо изменить немножко, и для нас более подходит все-таки парламентская форма правления, потому что Абхазия, она по сути дела демократичная. Даже в древние времена общины принимали решения, так сказать, и все подчинялись этим решениям. Если это так, то это более соответствует нашему менталитету, и постепенно надо переходить к парламентской форме правления. А для примера можно привести, вот я извиняюсь, насколько удачный будет пример, Республика Грузия, которая находится рядом. Да. Мы все помним, как у них тоже драматично проходили президентские выборы. Вот. И не так давно они сменили, значит, курс, значит, с президентской на парламентскую. У них сегодня парламентская республика. Буквально там пару месяцев назад сменился премьер-министр. Вообще кто-нибудь заметил, что там произошла смена руководства? А премьер-министр это сегодня глава государства в Грузии. Понимаете? То есть общество у них, значит, оно похоже на наше общество тоже. И, может быть, посмотреть, подумать вот об этом примере. А что вы думаете о работе парламента? Как оцениваете вы его эффективность? Вы знаете, вот парламент отражает наше нынешнее состояние нашего общества. Парламент, на мой взгляд, должен работать 24 часа. И у нас очень много пробелов в законодательстве абхазском. У нас, по сути, сегодня очень многие вопросы регулируются постановлениями, инструкциями. А нужны глубокие, хорошо продуманные законы, которые исходят из нынешней нашей абхазской реальности. К сожалению, вот это у нас не происходит, к сожалению. А с другой стороны, конечно же, там все люди ответственные, люди, которых избрал народ Абхазии, так сказать, люди, которые прошли в парламент при очень серьезной конкурентной борьбе. Вот, и я еще вам скажу, что вот последние события нескольких лет у нас, они показали, что формируется хорошая, на мой взгляд, традиция, когда самые сложные вопросы выносятся на парламент, и парламент принимает решения. Недавно в парламенте была очень жесткая дискуссия по поводу проблемы продажи недвижимости иностранцев. Скажите, пожалуйста, как в этой ситуации вы оцениваете действия парламента и что вы вообще думаете об этом вопросе? Мне кажется, что парламент в этой ситуации повел себя наиболее правильно, имея в виду, не стал обострять эту ситуацию, но в то же время не стал рубить на корню, значит, какие-то возможные обсуждения в будущем. И мне кажется, это было сделано правильно. Что касается самого вопроса продажи недвижимости, да, понимаете, в чем дело? Я понимаю обеспокоенность всех участников этого процесса, да, но иной раз я начинаю видеть за этим возможность какого-то самопиара, потому что вот так вот все запрещать, да, и делать это очень отчаянно и обвинять всех своих коллег. Я сейчас не называю никакие фамилии, так сказать, нет никакой необходимости. Да. Это, мне кажется, все-таки попытка заработать политические очки. А вот если вдумчиво посмотреть, да, то есть опасения нашего общества в этом вопросе, они абсолютно обоснованы, вся наша история прошедшая говорит об этом. Но вместе с тем есть опыт и зарубежных стран, и регулировать вопросы продажи недвижимости запретами не получится, потому что у нас сегодня, мы все знаем, в каком состоянии все это дело находится, что купля-продажа недвижимости, она так или иначе идет, но она идет это вне правовом поле, и это порождает самые разные неприятные ситуации, вплоть до мошенничества, вплоть до обмана и так далее, и коррупции, и всего остального. Надо вывести этот вопрос в правовую плоскость, надо обозначить правила игры,
А регулировать, значит, нужно, исходя из интересов Абхазии. Допустим, если мы не хотим, чтобы у нас массово скупали недвижимость, да, есть очень простой путь, который применяют все страны мира. Устанавливаются очень высокие налоги для нерезидентов Абхазии. То есть, если вы богатый человек, и вы хотите, вот вам просто необходимо в Абхазии иметь какой-то дом, пожалуйста, вы имеете на это право, Абхазия открыта, демократична и так далее. Но вы должны заплатить налоги очень серьезно. Вот по такому пути идут, допустим, в ведущих странах мира. Во Франции, например, да, очень высокие налоги на недвижимость. И немногие люди себе могут позволить купить себе недвижимость, допустим, во Франции. То есть вот по такому пути, мне кажется, нам надо идти. Мы не можем сделать Абхазию проходным двором. Здесь я абсолютно солидарен с нашим обществом. Да. Кто как попало, захотел, приехал, да, за копейки купил. А ведь по большому счету многие из тех, которые пытаются сегодня купить в Абхазии что-то, они руководствуются только одним принципом. Естественно, подешевле купить и так далее. И вековая мечта у многих людей домик у моря иметь. Ну вот надо отсекать этих людей, да. Нужно привлекать людей богатых, потому что Абхазия это элитная территория вообще в мире. Должно экспертное сообщество поработать и вынести свой проект на обсуждение. А не так, это там подпольно, это нельзя делать ничего. Надо все это обществу показывать, да, какие риски есть, обязательно оговаривать. Что касается экономического развития республики, каково ваше мнение, ваша оценка того, что сейчас происходит? Есть ли какой-то прогресс или все как бы вернулось на круги своя? Ну давайте так вот, цифры говорят, наверное, лучше за себя. По цифрам, значит, у нас впервые вот в прошлом году президентом Абхазии перед парламентом была поставлена задача, амбициозная очень задача, ее ни один из предыдущих руководителей Абхазии не ставил, была поставлена задача удвоения собственных доходов внутри Абхазии, которые мы собираем. И, насколько я знаю, эта задача успешно выполняется. Наши расходы, связанные с выплатой зарплат бюджетникам, значит, да, они примерно составляют 5,5 миллиардов рублей. И мы к этой цифре приближаемся. Сегодня эта задача успешно выполняется. Если я не ошибаюсь, по итогам даже первого квартала нынешнего года уже идет превышение собираемости средств в республиканский бюджет порядка 170-200 миллионов рублей. Превысили те плановые показатели, которые есть. Но и этого тоже недостаточно, потому что удвоение бюджета это позволяет нам сегодня закрывать те потребности, которые у нас есть сегодня. Да? Ведь мы весь прошлый год прожили фактически на собственные средства. И бюджетникам не задерживали зарплаты, насколько я знаю. Мало того, пошли на повышение зарплаты, выплатили, эти обязательства выполняются. Вот. В прошлом году, значит, по инвестпрограмме пришло всего 400 миллионов рублей, и то эти деньги в Абхазию не вошли. Эти деньги были потрачены там же, в Российской Федерации, на покупку оборудования, медицинского в том числе, и так далее, и так далее. То есть эти деньги, если бы они бы попали в Абхазию, они могли бы сыграть мультипликативный эффект, который, значит, попадая в оборот, деньги приносят все равно доход в бюджет. Вот этого не случилось. Это очень важно понимать, да, в каких условиях работает нынешнее руководство Абхазии. Но тем не менее, значит, эти задачи выполнены. Но для того, чтобы нам развиваться, нам нужно еще денег. И вот здесь, наверное, и я вчера услышал эту цифру от Хаджимба, он говорит, нам надо собирать порядка 9 миллиардов, не 5,5, 6, как мы планируем, а около 9. И вот в этом случае мы сможем финансировать программы развития Абхазии. Понятно, но, понимаете, собирать тоже не очень просто. Налоговая реформа, которая вот сейчас проходит, или сейчас как-то они стали меньше говорить, оценивается как бы очень слабо. Что вы об этом думаете? Значит, резервы еще есть, и их немало на самом деле, их немало. Вот у нас в этом году будет очень высокий курортный сезон. По некоторым оценкам в 5 раз
идет превышение спроса над предложением. В 5 раз увеличатся потоки людей, которые сюда заедут. В 5 раз, соответственно, увеличится количество денег, которые будут оборачиваться в Абхазии. И вот эти деньги, значит, надо будет очень правильно получить доходы в бюджет. Понятно, что наши люди заработают, но еще и государство должно заработать, иначе государство не может финансировать программы развития. Здесь очень важно, так сказать, правильно подойти к этому вопросу. Опять нужно включать экспертное сообщество. Ничего насильно делать не надо на самом деле. У меня есть, конечно, вопросы, допустим, по значит, НДС, который вводили, значит, вот в прошлом году там, и так далее. Да. Сама идея правильная, да, но форма исполнения, может быть, была не совсем верная, поскольку она вызвала, так сказать, противодействие нашего сообщества. Но, насколько я так понимаю, потом уже на уровне экспертов, на уровне тех организаций, предпринимателей, которые как бы обратились в правительство и в парламент, да, были проведены какие-то встречи, и они договорились о чем-то. То есть правила игры были обговорены. Как считают люди, налогом обложили предпринимателей малого бизнеса, среднего уровня, да? Но это не коснулось именно крупный бизнес, не коснулось предпринимателей, которые очень богаты, скажем так, да. Вот как с этой частью будет? Здесь очень много есть вопросов, да, но еще раз повторяю, экспертное сообщество должно это очень внимательно оценить и предложить правила игры. Я думаю, что эта работа будет выполнена. Вообще у нас вот этот вопрос, который вы задаете, он гораздо шире на самом деле. Да? У нас, к сожалению, да, за последние 2 года управленческая система пока не изменилась, она остается прежней. Ну, это в силу, может быть, нашей бедности, так сказать, да, и денег не хватает и так далее. Но я услышал вчера так, на встрече с Хадимом, что он очень думает над этой ситуацией, и я боюсь предвосхищать что-то, но думаю, что какие-то как бы изменения будут в самое ближайшее время. Скажите, какие вы считаете у Абхазии актуальные проблемы в контексте вот, изменений в мировой политике, какой-то геополитической ситуации? И говорят о том, что перед Россией маячит угроза железного занавеса. Не попадет ли Абхазия следом за Россией за этот занавес? Да нет, никакого железного занавеса не было. Наоборот, я вам хочу сказать другие факты. Вот сегодня, например, в Германии, во Франции, да, эти страны начинают опять сотрудничать с Российской Федерацией. Во Франции очень жестокой критике подвергли санкционную политику в отношении России, за которую пострадали прежде всего фермеры французские, немецкие бизнесмены, которые, значит, сегодня категорически против санкционной политики. Так сказать. То есть никакого железного занавеса не будет. Наоборот, эта ситуация постепенно рассасывается. Эти годы показали, что политика санкционная, она ущербна, прежде всего для тех государств, которые приняли эти решения. А для России это стало возможностью развивать собственное производство. И другой вопрос, что есть проблемы, допустим, да, вот импортозамещение так называемое, да. Вот проблема, с которой мы сталкиваемся здесь. У нас в Абхазии очень неплохо стало развиваться парниковое хозяйство. 1500 тонн томатов могут выращивать, и у них есть серьезные проблемы по поставкам этой продукции, причем очень хорошая продукция, насколько я знаю, в Российскую Федерацию. Ну вот здесь, значит, наверное, надо поднапрячься, как мне кажется, нашим властям, потому что все мы понимаем, почему это происходит. Это не является политикой Российской Федерации, это, видимо, вопросы несовершенства, так скажем, государственного механизма, которым пользуются многие люди в России, так сказать, да, к сожалению. У нас есть, допустим, торгово-промышленная палата, да, Абхазии, которая очень успешно работает, насколько я знаю. Нужно позаботиться о наших производителях внутри Абхазии. То же самое, наверное, я бы посоветовал, наверное,
МИДу Абхазии, так сказать, да, вмешаться в эту ситуацию. Есть такие возможности. Ведь это вот самая главная помощь, которую можно оказать нашим людям, нашим производителям. Конечно, надо пробивать эту стену, насколько это возможно, да, но, наверное, надо посмотреть, да, вот какие рычаги есть в руках у государства. Обычно мы все критикуем, у нас такая манера и у журналистов, и вообще у людей, потому что критически настрой это, как мы уже говорили, двигатель прогресса, но все-таки какие бы положительные вещи вы бы отметили из того, что происходит у нас? Допустим, вопрос о репатриации, да. У нас сейчас, сегодня, в этом году начинается уже такой провал в демографии. Надо понимать, что у нас сегодня, да, должны были родиться дети тех ребят, которые погибли во время войны 23 года назад. То есть у нас тоже идет провал демографии. Как компенсировать это дело? Ну, только за счет репатриации, так сказать, за счет создания условий молодым семьям в Абхазии, чтобы рождаемость была повышена. Вот цифра такая, допустим, за последние годы, да, только от репатриантов у нас родилось порядка 600 детей. Хорошая цифра, наверное, да? Это дети, которые уже родились в Абхазии, они граждане Абхазии полноценные, они растут в условиях Абхазии с нашей ментальностью. И это здорово на самом деле, да? А мы как-то не обращаем внимания вот на такие цифры. И эти процессы надо интенсифицировать, мне кажется. Да? Вот здесь вот очень много ложится на те структуры, которые этим занимаются, и на МИД Абхазии, и на комитет по репатриации, на Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа, который я представляю. Меня порадовало, что вот недавно была проведена встреча с представителями турецкой стороны, абхазской стороны и российской стороны. И Абхазия стала площадкой, на которой Россия и Турция ищут точки соприкосновения. Вот это очень здорово, это хорошая тенденция, да, и если ее постараться развить, то Абхазия может стать именно вот страной, где люди могут договариваться. Вы знаете, вот когда вот так вот постоянно не находишься здесь, да, уезжаешь, приезжаешь, все время бросается в глаза то, что происходит. Из положительного очень большое строительство идет в Абхазии. Вот на каждом углу, каждый раз я замечаю что-то новое. Много отелей стало открываться, да. И это уже, значит, делают бизнесмены. Это не государство делает. И это правильно на самом деле. Очень много магазинов новых. Вот я прошелся вчера, сегодня по городу, да. Очень много магазинов, очень нормальная продукция, так сказать, мирового качества, мирового уровня представлена в Абхазии. У нас в этом году очень серьезный курортный сезон ожидается. Хочется верить в то, что он пройдет нормально, что Абхазия извлечет максимальную пользу из этого. Хочу пожелать всем нашим гражданам самого доброго. Все будет хорошо, не переживайте. Занимайтесь своими семьями, вот это самое главное, откуда начинается наше благополучие. Если в семье все благополучно, то и в стране тоже будет все благополучно. Спасибо, Беслан Валерьянович, за ваше интервью, было очень интересно. Всего доброго.